принял решение о распределении мандатов в ином порядке. То есть, когда, помнишь, скриншот у нас был, ты же знаешь, то есть предыдущий порядок, когда мандаты распределялись по другому поводу, по другому порядку. То есть у Альянса в этом случае должно было быть 5 мандатов и 2 мандата для женщин. Это было даже не нами рекомендовано, а рекомендовано, то есть принят нормативно-правовой акт со стороны Центральной избирательной комиссии, который оно само разработало. После определения победителей, внутрипартийных победителей, и были определены и понятно, кто войдет в будущий состав 7-го созыва, принятие такого документа, это говорит о сомнительности принятия таких решений. После проведения выборов, после определения практически лидеров внутренних партийных рейтингов. Мы сегодня будем советоваться с юристами, рассматривать, потому что собственные документы, это говорит о том, что ЦИК может в любой момент менять правила игры, правила проведения выборов, после проведения уже выборов. Вот это самая большая. То есть собственные решения подвергло сомнению. Потому что нормативно-правовой акт, он же какой? Документ, он должен быть, во-первых, и вот по признакам, он кроме того, что должен быть обязательным, законным, он еще должен быть морально таким восприимчивым, чтобы люди понимали, что там еще он такой объективный и отвечает принципам морали. Но то, что принят этот документ, он абсолютно не отвечает общепринятым принципам. То есть после проведения выборов принимаются положения, новые положения взамен тех положений, которые они сами разрабатывали до начала выборов. Менять правила игры после окончания этой игры, это называется переписывание итогов.